У нас на связи Хусейн Исханов. У нас сегодня обсуждение разных организаций чеченских демократов и в первую очередь про то, что ваше имя в последнее время связывают с Чеченской демократической партией. С чем это связано, я не знаю. Поясните, пожалуйста, какое у вас отношение к этой партии? Ну, я думаю, что вот связь этой партии, я как один из учредителей этой партии, наверное, сохранилось мое имя таким образом, потому что с самого начала мое имя там фигурировало, но из-за разногласий с членами партии я оттуда вышел, и, в принципе, уже 2 года мы как создали Ассоциацию чеченских демократов, это абсолютно другая организация, и к Чеченской демократической партии не имеем никакого отношения. Я не хотел, просто давно меня там просили и говорили объяснить свое участие в этой организации, но я не люблю, честно говоря, вот участвовать в чеченских разборках. Я не хочу критиковать никого из людей, которые чем-то занимаются. Это не... Я такой позиции придерживаюсь, что у нас есть более серьезные дела, более серьезные проблемы, которыми есть, если по желанию, заняться. Много-много возможностей, много причин заниматься разными делами в разных направлениях. Поэтому вот еще раз подчеркиваю, что я к Чеченской демократической партии абсолютно не имею на нынешнем этапе не имею никакого отношения. Мгм. Поэтому мы сегодня создали свою, как я уже сказал, ассоциацию чеченских демократов, вот, которая занимается политикой, которая пытается привлечь чеченскую молодежь в наши ряды и научить их, и заниматься политикой, втянуть в политику и научить риторике, ну, и так далее. То есть такая задача на сегодняшний день. Мгм. Поясним для зрителей, что Чеченская демократическая партия — это одно, а Ассоциация чеченских демократов — это другое, это то, что создали лично вы. И про задачи я хотела задать вопрос, но вы уже сказали, про какие задачи ставит перед собой, если есть что добавить, какие цели у этой организации, чем она занимается, то можно добавить, если есть что. Да, конечно, есть что добавить. Мы на сегодняшний день пытаемся привлечь не только чеченскую молодежь, чеченских женщин, девушек, имеется, когда молодежь мы говорим, обычно ассоциация только с парнями, с мужчинами. Нет, нашей партии есть и женщины, которые очень активно занимаются политической деятельностью. И это очень важно, чтобы показать лицо чеченского народа не только в одном ракурсе, да, у нас очень такой спектр лиц, прекрасных чеченских лиц, особенно женских, которые мы тоже можем привлечь, и чтобы эти люди занимались деятельностью, политической деятельностью. Потому что вот в европейском пространстве, да, в демократических государствах очень важно, когда участвуют в политике и женщины. Мы видим, как в Евросоюзе везде на основных должностях находятся женщины, даже министры обороны в некоторых государствах тоже женщины. И поэтому мы не должны консервативно там говорить, женщина не должна участвовать в политике, не должна учиться, не должна работать и так далее. То есть женщина такой же человек, имеет равные права с мужчинами в этом плане. И поэтому мы сторонники того, чтобы наши женщины чеченские тоже брали ответственность за наш народ, за свое будущее, за будущее своих детей в свои руки. Хусейн, если сказать, у нас и женщины есть, можно подумать, там 2-3 женщины, сколько я знаю, женщин там достаточное количество в вашей ассоциации, практически равное количество с мужским полом и разные возраста, да, у вас есть И в разных государствах еще, разного да. государства еще. Что касается слова демократия, вот многие могут не понимать это слово, может быть, какие-то государства могут дискредитировать это название, ну не всеми оно понимается правильно и вызывает настороженность. Как вы понимаете демократию
Считаете ли, что такая форма государственного устройства близка к чеченскому обществу? Ну, это надо как бы на контрастах показывать, да, я как из бывших, кто занимался изобразительным искусством, да, Ага. контраст, цвет, свет, вот все это мне очень близко знакомо, Мгм. поэтому в данном случае тоже я хотел бы осветить, например, демократию в Афганистане, да, Мгм. вот отсутствие демократии, к чему это приводит? К диктатуре, там, в общем, плохому состоянию и угнетению собственного народа, особенно женской части народа. И примерно, да, вот, цивилизованного государства, как это происходит, когда женщина имеет право учиться, имеет право работать, имеет право избираться, становиться политическими деятельными и так далее. То есть вот два таких разных оттенка, да, где черное это Афганистан, а светлое, ясное это Европейский Союз. Чеченское общество тоже одно из древнейших, старейших демократических обществ, в котором никогда не угнетались ни одна часть населения. Чеченские женщины всегда имели голос, всегда, вот я даже в моей юности, молодости, по моим родителям, Мгм. по соседям, родственникам, я это прекрасно помню, что мы не были, чеченские женщины не были закабалены, они воспитывали своих детей тоже в духе свободы и независимости, потому что я даже всегда подчеркиваю, что свободная женщина, да, свободная именно, может воспитать свободного человека. Если женщина не свободная, пусть это религиозная несвобода будет, там любая какая-то несвобода, то она не может воспитать свободного человека. Она из этого ребенка сделает раба. Если она рабыня, да, она воспитает хорошего раба. Если она там образованная женщина, она воспитает, естественно, образованное потомство своему ребенку, да, знания. Вот это как бы потомственное, да, бывает профессии, там, например, кто-то работает, или ученый, или тракторист, или водитель, и потомственный, говорят, потомственный водитель, потомственный ученый и так далее. То есть это вот тоже из этой системы, когда демократическое общество позволяет женщине участвовать в жизни государства и воспитывать, в принципе, воспитывает женщина. Да, в принципе, мужчина очень мало занимается воспитанием своих детей. Основная нагрузка воспитания будущего поколения лежит у нас на женщинах. Не у нас, а вообще везде. У нас особенно, чеченцев. Поэтому я отношусь к этому очень положительно, и я думаю, что другого строя, кроме демократического, чеченское общество и не воспримет, и Мгм. никакой диктатуры там не может существовать. И я уверен, что как только диктатура Москвы, Кремля, да, давление с Кремля, уйдет, ослабнет Россия, то вся эта пирамида, которую Россия построила там, она рассыпется, и люди освободятся от страха, освободятся от вот этих негативных влияний, Мгм. от этого государства-оккупанта, и мы станем нормальным, ну, болезненно будет, конечно, на первом этапе, но мы станем нормальным демократическим обществом, взаимоуважение будет восстановлено и все такое. Вы говорили, что религии не место в государственном управлении. Не могли бы вы подробнее объяснить, что именно вы имели в виду? Потому что, как всегда, такое выражение тоже не всеми понимается правильно. Ну, просто религия – это личное дело каждого. Это вот такое сакральное, да, оно не может, например, быть… Вот я не могу, например, судить по внешнему виду, какой религии, какой конфессии принадлежит данный человек, да. Может, вот здесь в Австрии, например, ну, к примеру я говорю, австриец католик, австриец вообще безбожник, австриец алкоголик, да, они могут одинаково носить бороду, примерно. Мгм. И там мусульманин тоже с такой же бородой. То есть это не обозначает, что по внешнему виду можно определить человека. Это внутреннее дело. Каждый верующий, это должно быть в сердце у человека. А когда к власти приходят люди, да, когда некомпетентные в управлении этим государством, вот тогда начинается
огромные проблемы для этого народа. Беспорядки, Люди да. там от знаний или незнаний там, пытаются религию смешивать с управлением государственным. То, что мы видим, тоже опять по контрасту в Иране, да, там есть аятолла, есть власть, президент, а над этим сидит аятолла, который говорит, это нельзя, это можно, или как-то и народ, который находится под влиянием вот этих сил религиозных, именно радикальных религиозных сил, они начинают давить на народ, и он фактически в таком каком-то своего рода рабстве находится, в религиозном рабстве. Общество, в котором нормальная религия, любая религия, разницы нету, мы не особый народ, да, чеченцы, у нас могут в нашем государстве могут жить христиане, там, не знаю, там любые конфессии, и те, кто, кстати, это зафиксировано в нашей Конституции, любой конфессии, даже кто вообще ни во что не верит, они имеют право жить как граждане, если они являются гражданами Чеченской Республики Ичкерия, они могут свободно жить, и их никто не имеет права преследовать. Поэтому в этом плане тоже у власти должны прийти очень сильно образованные люди, и которые могут восстановить наше государство и вывести его на уровень европейского государства. Здесь тоже я бы хотел вот такой пример привести. Грузия, да, Грузия до Саакашвили и Грузия после Саакашвили. Вот Михаилу Саакашвили за очень короткое время, там, 4 года и, по-моему, еще 4 года, ему удалось за свое президентство из отсталой Грузии, у которой там 2-3 часа только свет был, включали свет, и не было света, не было дорог, вообще там ничего не было, очень плохая жизнь была, бедная. И вот Саакашвили привел к власти людей, которые Оксфорд, Гарвард, там разные университеты мировые, да, лучшие университеты, грузинные ребята, девчата, которые получили высшее образование, имели какой-то опыт работы за границей. Эти люди пришли к власти, в парламент пришли и в правительство, и эти люди совершили такой неимоверный рывок. Они сделали реформы, которые до сих пор считаются чудом на постсоветском пространстве. Грузия за короткий период стала государством, которое уже экспортировало, до сих пор экспортирует электроэнергию. Энергия – это же огромная сила. Если государство имеет энергию, электрическую энергию, то оно может развиваться, заводы, фабрики, там все такое, и не только бытовые вещи. Поэтому вот на этом примере мы можем тоже говорить, что на сегодняшний день в Европе, на Западе, везде, в Америке, везде я знаю людей, которые там, и людей, чьи дети учатся в высших учебных заведениях. В Америке, я знаю точно, есть такие. В Европе это мы видим, очень много молодежи сегодня стремится попасть в университеты, заканчивают университеты, работают, учатся. Но одна проблема, да, в том, что вот эту сторону нашей жизни никто не освещает. Обычно мы гоняемся за сенсацией, там, ММА, кто победил, там еще что-то, кому ударили кулаком, с афганцами подрались или там с арабами подрались. Об этом многие говорят, и газеты, и мы сами. Но мы не говорим о том, кто закончил высшее учебное заведение, кто чего достиг здесь в Европе, называя имена этих ребят, девчат, да, там адвокатами, я знаю, в Австрии работают уже люди, и работают, врачами работают люди, мои личные знакомые, очень хорошие отзывы о них. То есть многие профессии мы уже освоили, причем имеем хороший, богатый опыт. Эти люди опытные, они должны в будущем прийти к власти на нашей родине, когда она освободится, естественно. Если такие люди есть, это уже хорошо, немного оптимизма добавлю, даже если пока не освещается. Главное, чтобы продолжали в этом же духе, и со временем это проявится. И по примеру Грузии, если я правильно поняла, вы считаете, что чеченцы должны делать то же самое в будущем, чтобы строить такое государство процветающее, стать частью международного сообщества? Вот что конкретно делать, по-вашему? Ну, здесь вот что такое государство, да?
Это торговля, это быт, это все, что входит с развитием этого государства. Промышленность, там, питание, там, ну, много-много. Автотранспорт, самолеты, все. Всего этого наша республика сама не может добиться, конечно же, без помощи извне. Мы не строим самолеты, мы не строим там машины. Ну, машины, ладно, там можно как-то, ну, не такого качества, может, как Мерседесы. Но в остальном станки производственные какие-то, это все надо покупать или обменивать на что-то с развитыми государствами. Если мы не будем иметь достаточно контактов, не будем иметь дружеские отношения с этими государствами, не будем иметь договоренностей серьезных, хороших на перспективу с этими развитыми государствами, то, естественно, мы будем сидеть в каком-то болоте, да, которое, в принципе, не может быть, называться цивилизованным. Да. Мы будем сидеть в заперти, в блокаде, и которую прорвать будет очень сложно. И поэтому вот эти связи, да, их надо уже начинать сегодня, связи с людьми, которые у власти в развитых государствах, связи со студентами, которые сегодня учатся с чеченцами вместе на одних курсах, поддерживать дружеские отношения. Это перспективные люди, которые завтра, может быть, будут президентами своих государств. Это тоже своего рода очень хорошая для нас перспектива, для нашего народа. Вот эти связи надо наращивать, связи надо накапливать и себя показывать чеченцам, показывать, что мы нормальные, цивилизованные люди, которые принимаем права человека, которые одобряем эти права человека, общепринятые европейские ценности и так далее. То есть мы не можем отторгать, жить в обществе и говорить, нет, мы другие. Мы здесь живем в Европе, цивилизованном обществе, нам никто не мешает, и мы должны стремиться строить вот такое состояние, такое государство, в котором мы сейчас живем. Наши дети учатся, никто никому не мешает. Это не сложно. Но жить в Европе и мечтать о том, чтобы из Чеченской республики Ичкерия строить Афганистан, да, это уже, я считаю, что просто глупо, с одной стороны. С другой стороны, таким людям просто надо поехать в Афганистан и там пожить и посмотреть, а потом уже с этими идеями Ну, или остаться там. приехать там, да, или остаться, да. Мир большой. Что касается Конфедерации народов Кавказа, насчет этой идеи, кажется ли она вам реалистичной? Как в целом относитесь к этой идее? Ну, конфедерации, о ней еще говорил Джохар Дудаев, это вообще мечта была не только Джохара Дудаева, но и до Джохара Дудаева, когда организовали Горскую республику после развала царской России, после прихода к власти коммунистов. То есть эта идея витает в воздухе, ну, конкретно воплотить ее в жизнь будет очень сложно. Сложно по той причине, что кроме Чеченской республики Ичкерия на постсоветском, вообще на Северном Кавказе, например, да, ну, Грузия там еще свободная страна, и у нас нету других государств, в которые можно было бы вот в этот союз горских республик включить и создать такую конфедерацию горских народов. То есть нету государств. В первую очередь надо разговаривать, надо договариваться, надо привести к тому, контактировать с людьми Северного Кавказа, политическими деятелями, ну не с теми, которые у власти, конечно, с этими оппозиционными, которые мечтают построить независимое государство. Если независимые государства будут созданы, вот в таком случае вполне возможно создать такую конфедерацию в виде Европейского Союза. То есть, чтобы убрать границы, там, свободное передвижение, таможенные, там разные дела, чтобы могли урегулировать именно внутри вот этого Кавказской Федерации. Но на сегодняшний день это далекая перспектива, потому что, да, мы сами еще не свободны. Прежде всего, надо нам освободиться от Чеченской республики Ичкерия, стать опять свободной, независимой страной, и потом уже на этой основе, может быть, совместно с грузинами, с Грузией что-то делать, как-то продвигать эту идею
конфедерации горских народов. Без, опять-таки, помощи извне мы окажемся в изоляции, и эти народы, которые нас окружают, если они будут в составе Российской Федерации находиться и продолжать находиться, нам будет очень тяжело. Я же не говорю о конфедерации, нам даже самим будет очень тяжело выйти оттуда, вылезти, имеется в виду, потому что транспорт, проезд, границы, это все очень сложная тема. У нас единственный участок дороги к цивилизованному миру только через Грузию. Вот там, по-моему, 40 километров дороги, пространство, границы, которые с Грузией у нас имеются. Остальное все кругом на сегодняшний день Россия. Поэтому здесь можно мечтать об этом и думать, как это сделать, да, и потихонечку, шаг за шагом идти к тому, чтобы создать эту конфедерацию. Без нее тоже нам будет очень сложно в дальнейшем, да, там через 20-30 лет очень сложно будет жить, потому что вот эти все торговые дела, все эти дороги, шелковые пути, там прочее, не хочу углубляться в эти вещи, но все это должно быть взаимно выгодно. Там с Азербайджаном условия, с этим, сейчас Армения, да, вот как видим на сегодняшний день, например, отношения Армении с Азербайджаном улучшаются, Армении с Турцией улучшаются. Это все от улучшения дорог выигрывают народы, которые проживают на этих государствах. Там появляется свободный проезд транспорта, торговля, и люди становятся богаче от этого. Вот для этого и нужна эта конфедерация, чтобы народы Кавказа жили, чтобы народы Кавказа стали независимыми и достаточно серьезными конкурентами на этой мировой арене. А что касается отношений между чеченцами и русскими, на ваш взгляд, какими должны быть они в будущем? Это очень такой щепетильный, сложный вопрос отношений с русскими. Я даже не знаю, что будет с самими русскими, потому что после развала, мы же говорим о развале России, если Кавказ освободится там и так далее, то есть там же Россия, при развале России Татарстан отойдет, Башкортостан отойдет, и все эти республики, насильственно удерживаемые народы в составе Российской Федерации, если они отойдут от России, то где эта Россия будет? Это большой вопрос. Потому что каждый народ на территории нынешней Российской Федерации, империи, имеет свое государство. Ну, независимые, они не независимые, ну, национальные республики, так скажем. Имеют границы этих национальных республик, столицы национальной республики, парламенты национальной республики, хотя там власти никакой у них нет, но все же они имеются. Но нету русского государства, нету русской народной республики, с кем бы мы могли иметь отношения, да, именно вот с русским народом. Мы не можем с русским народом разговаривать через Татарстан там, или через это, потому что интересы абсолютно разные. И я бы, например, и советую русским, новым русским, хорошим русским, и вот этим, которые по Европе бегают, прежде чем пытаться сохранить Российскую империю в нынешних границах, думайте о том, что произойдет с русским народом после развала Российской Федерации. Русские, как мы уже видим и по нашей республике, Чеченской республике, как мы по Узбекистану, Таджикистану, Украина сегодня, да, русские покидают эти государства. Покидает из-за многих причин, покидает из-за политики Кремля в отношении этих стран и вынуждены отправляться к себе на родину. А родины нет. Проблема в том, что нет родины. Если черкесы захотят создать свое государство, там очень много русских в Сочи, там везде, да, в Крыму, вот сегодня мы видим, перевезли туда огромное количество русских после депортации татар, крымских татар. И сегодня, когда Крым освободится, куда эти русские денутся? Они должны поехать в Россию. А Россия где? Нету ее.
И поэтому вот эта задача, надо в таких категориях думать, что делать с этими русскими. Вот нашим народом, всем этим, с народом Российской Федерации, надо думать о том, как помочь русскому народу обрести свою родину, как помочь русскому народу найти свои исконно русские земли и на этих землях провозгласить Русскую Народную Республику. Это надо делать для того, чтобы русские в будущем, да, не имели возможности от имени чеченцев, от имени Татарстана и других народов нападать на чужие земли и втягивать эти народы в эту грязную кровавую войну. Если русские хотят воевать, пусть они воюют сами, но сами же не отвечают за свои действия. Вот такого рода должно быть отношение с русскими и никакими другими. А вот эти красивые слова, которые здесь Ходорковский, там Каспаров, ну Каспаров еще более-менее мне так немножко нравится, но не очень тоже. Там Яшины, Навальный и прочие, это просто словоблудие. Эти люди пытаются сесть вместо Путина в кресло Путина и стать очередными Путинами и ничего более. То есть не меняя карту империи, они хотят править этими народами и иметь, стричь наши народы, безусловно. Хусейн, и напоследок, что бы вы хотели сказать молодым чеченцам, которые сегодня живут в Европе? И также я бы хотела попросить сказать это на чеченском языке, потому что по имеющейся информации молодые люди, живущие в Европе, они либо знают чеченский язык, либо европейские языки, а вот с русским языком большие проблемы, поэтому Вестхлаха, Хусейн, Нохчиман. Да, это проблема и в моей семье. Мои дети не говорят по-русски. Они прекрасно говорят на немецком, английском и так далее, ну, на своем родном языке, но и думаю, там лишь Дина, Кигер, Хойо, Хазаюра, Кашло, Элдерса, Церга, Коза Аша, Иран Хани, Скигича, Иран Бокуда, то спорт или что то буинш бьет, что больше, или ларик эзду, и спорт, я китер, да, заступ, бьет, я лапатен, иза эзду, ويقانين ويجيز ودايما خدوا قالاتش ودايما وقعدوا شلون تداوى واشتا أيضا ضد قالاتش إذا أيضا دوخها يغاس أيضا كلمة يوخها يارجن هذي بتشال قطع حقول يي كاريرز يي يتجا حاضرين حاطوا ذي سبيشاليست بيز ديك ديش ناخ بيز سنت يقطع عشرة يورو بعشرة كيف هو политики يقبل بيز политик ليلو يز قير ميوتش كان سقيط قير مين تصم جدو تسوع но по-разному муж надо политика до обязательно до цели айдал критиковать даже иш цели чакич аролил шмои за контакт связь до цац мероприятий шитё международные организации шуада лоз أختيجا أصداق لو تجاها أيم دبلش تو ستوديان شويش أيم شو إيش أيم شو تجا دبل في واق مو ببيز سودا بيز أختيجا نخ بويز политик شقيت بتشاقي политик بويز أنت политик ثاني يو قاني نتاع يومك شيء اليوم ديش روبي ويقام دو حال ايدي ذات بوينش بيعتر خاتم قام ذات ديش اصلا ديش ناخلي ويقوم بها اقي قام يطبو وش قام بويت اتمشين وتسنت يوم يوم يتفتح او شارع ايش ديش درس الديش ديش وياش بخش شارع ملا تاع حال ايدي ديش تو ديش ديش ناخذ بوشا بوشا تان يوم التجيل ناخذ بوزيت بيش بويديش شتى برستيج هذيتا هيني كان universitet كان هيني يو universitet كان وقت على تجيل بوشا إيش ديتا ديش يبغى بوي بيش بوي فاقي بيه تتبرز بعدنا إيش يا شو خان يعني ديريس خوان حسين تعير زوريوي تخلي الفيديو هذيك مارشا غايل